В эфире новости расскажем о главных событиях дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте и коротко о темах выпуска. Владимир Путин подписал ряд законов, которые помогут с развитием территорий и узаконят работу единой службы 112. Вакцину против COVID-19 доставили в 8 заречных и близлежащих районов Якутии. Маленькие нерюнгринцы получили на дом поздравления с Новым годом от главных персонажей праздника. Начнем выпуск с грядущих законодательных инициатив. Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. Документ дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам право 2/3 голосов принимать решения о включении их жилья в такие программы. Для выхода из них нужны более 1/3 голосов собственников. По документу регионы получают право сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также те, капитальный ремонт которых слишком дорог. Также закон уточняет виды комплексного развития территорий жилой и нежилой застройки, и по каждой территории определяет свои четкие критерии. Участки в нацпарках разрешили приватизировать. Новый закон разрешает передачу территорий населенных пунктов, находящихся в зонах хозяйственного назначения национальных парков, из федеральной в региональную или муниципальную собственность. Потом эти земли смогут приватизировать физические и юридические лица. При этом участникам необходимо будет внести в ЕГРН участки. Порядок строительства на таких территориях определяется постановлением Кабмина об особо охраняемой природной территории. Также президент подписал закон об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Система объединит 6 ведомств: пожарную охрану, службу реагирования в ЧС, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу антитеррор. К ней также будут относиться ее оператор и диспетчерские службы, структурные подразделения экстренных служб. Звонок на номер 112 будет бесплатным, причем соединение с оператором состоится и при отсутствии денег на счете, и даже в случае, если сим-карта отсутствует полностью. Школьные аттестаты промаркируют QR-кодами. Соответствующий приказ издало Минпросвещение России. Код хотят разместить на оборотной стороне титульного листа. Это белое поле в форме квадрата размером 20 на 20 мм, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки двумерного матричного штрихового кода. На этой же стороне будут российский герб, надписи «Российская Федерация» и аттестат об основном общем образовании, номер документа и дата его выдачи. Теперь об эпидобстановке. По последним данным оперативного штаба Якутии, за сутки выявлено 179 больных коронавирусом, в том числе 10 носителей. В Якутске 70 случаев, Мирнинский район 17 заболевших, Нерюнгринский 15, Алданский 12, Мегино-Кангаласский 11. Усть-Алданский район 7 случаев, Ленский, Жиганский и Татинский по 6. Еще в 11 районах Якутии от 1 до 5 заболевших. Региональные лаборатории провели порядка 2500 исследований на коронавирус. Оперштаб продолжит контроль над эпидситуацией в Якутии в праздники. Во время совещания глава Якутии подчеркнул, что в период новогодних праздничных дней главной задачей остается недопущение роста заболеваемости. В крупных городах и в районных центрах члены штабов совместно с полицией будут проводить рейды, патрулировать улицы и общественные пространства, а также будут проводить профилактические беседы по соблюдению требований и ограничительных мер. Волонтеры продолжат нести дежурство в новогодние выходные и оказывать помощь ветеранам, пенсионерам, одиноко проживающим гражданам. Между тем, вакцину против COVID-19 доставили в 8 заречных и близлежащих районов Якутии. Ранее в регион поступило свыше 3000 доз вакцины, из которых 42% уже использованы. Якутия одной из первых среди субъектов Дальнего Востока получила партию Эпивак Короны производства центра «Вектор» Роспотребнадзора. По словам министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой, вакцинация в социальных учреждениях продолжится во время праздничных выходных. Во всех больницах определены графики дежурства, дополнительные ковидные бригады, изменены графики работ поликлиник и прививочных кабинетов. Алекминская бригада ковидного отделения заступила на службу. В этом году без шампанского, родных и близких. Снова на страже здоровья жителей. Как проходит новогоднее дежурство, узнала Елена Фаст. Ну вот уже и здесь Новый год. Праздник, которого ждут с нетерпением все. Ждут его и те, кто встретит этот праздник на дежурстве в ковидном отделении.
потому что он все равно добрый и дарит надежду, что все будет хорошо у всех. Кто по одну сторону в защитных костюмах и кто напротив, кому сейчас нужна помощь. Это сложнее, чем, вот, допустим, все-таки на участке? Да, конечно, сложно. Сложно. Потому что в такой форме одет, ходить тоже вот как-то тут в помещении, что тепло, потеешь там, да. И ну, рискованно, конечно. Ольга Викторовна здесь почти с первых дней, потому что так надо. Я зашла сюда с 27 апреля 2020 года. То есть практически почти с самого начала. Как с самого начала началась пандемия, мы сразу зашли, со мной был медбрат Филатов Егор Дмитриевич. Я уже привыкла. Поначалу было страшно, тяжеловато, тяжело в костюмах было дышать. Но в течение 8 месяцев уже привыкла. Самая главная задача наша, и мы радуемся, когда больной выздоравливает. Здесь все на равных, а различные лишь функции, которые необходимо выполнять безукоризненно и точно. Так я раньше не работала в стационаре. Для меня то, что системы ставить, ну, это как-то по-новому было. А сами условия? Условия, конечно, особые, не как обычно. То, что костюмы нужно одевать, защищать себя. Ну, со временем привыкла, в принципе, быстро. Учить заново дышать, двигаться, шевелиться. Все, что привычно каждому, а еще вытащить обязательно. Неважно, день, ночь, утро или праздник. Все то же самое, все то же самое. Здесь у нас палата интенсивной терапии, все то же самое. Стоят аппараты ИВЛ, все то же самое, как в обычной реанимации. Ну, не считая облачения. Вот. Ну да, да. Как Только в средствах индивидуальной защиты все то же самое выполняется. долго привыкали? К СИЗам? Да. Ну а как к ним привыкнешь-то? В них жарко и неудобно, и к этому не привыкнешь. Кстати, это не только здесь, в коридорах грязной зоны, только бесформенные белые фигуры. Точно так же в провизоре. 5 месяцев То есть 5 месяцев вы находились в в провизорном. провизорном госпитале, да. А семья у вас есть? Да, есть. Летом мы жили в интернате 2 месяца. А в последующем уже нас расформировали, и мы работали, живя из дома. Тем не менее, вот он праздник. Не болейте. Берегите себя и близких. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Айсан Николаев поздравил якутян с наступающим Новым годом и Рождеством. Глава региона написал, что уходящий 2020 стал переломным в истории человечества. Пандемия коронавируса, большая нагрузка на здравоохранение, экономический кризис и другие последствия опасного заболевания не обошли стороной и нашу республику. Несмотря на все трудности, мы вместе выдержали испытания, воплотили почти все планы, которые наметили в начале года. Особые слова признательности мы посвящаем нашим медикам и волонтерам, которые ежедневно встают на защиту здоровья и безопасности людей. Дорогие друзья, несмотря ни на что, уходящий 2020 год сделал нас сильнее и сплоченнее. Мы смотрим в будущий 2021 год с надеждой, оптимизмом и верой в самое лучшее. От имени всех якутян желаю вам и вашим семьям всего самого хорошего. Пусть сбудутся ваши самые светлые мечты и пожелания. С наступающим Новым годом! Пусть процветает наша великая Родина Россия! В Свято-Троицком храме города Мирного рассказали, как проведут священные январские праздники. Во избежание распространения коронавирусной инфекции традиционные массовые гуляния отменены. Празднование Рождества Христова ограничится вечерним богослужением и литургией в ночь с 6 на 7 января. А вместо крещенского купания будет проведен молебен и освящение воды, принесенной прихожанами. Крупные церковные праздники мы старались сделать какие-то церковно-общественные мероприятия, будь то рождественский концерт, будь то в прошлом году мы делали мероприятие очень массовое, где-то
300-400 человек на территории храма у нас собиралось на улице, салют устраивали, там представления для детишек. Естественно, в этом году ничего подобного не будет, только богослужение. Вот если говорить о крещении, то, естественно, тоже богослужение обязательно будет проходить, стандартное освящение воды тоже будет, но вот такого освящения, как в прошлые года, когда в течение всего, там, например, 19 числа люди шли, мы постоянно освящали, вот здесь пока сложно сказать, потому что то предписание, которое есть на сегодняшний день от нашего священноначалия, люди должны приходить со своей водой, и мы эту воду здесь освящаем. Маленькие нерюнгринцы получили на дом поздравления с Новым годом от главных персонажей этого праздника – Деда Мороза и Снегурочки. За улыбками детей наблюдала Ирина Кичигина. Слышу вас, друзья! К вам спешу навстречу я! Если раньше Деда Мороза ребенок узнавал по голосу, потому что это был переодетый папа, то теперь на рынке услуг появилось немало профессиональных, специально обученных артистов. Это, конечно, сохраняет веру в то, что Дедушка Мороз существует и приносит много радости не только ребенку, но и родителям. Для начала мы пишем письмо с детьми. Я им говорю, что наступает Новый год, что надо уже писать Дедушке Морозу письмо, потому что у него очень много дел, и чтобы письмо пришло заранее. Соответственно, они пишут письма и передают мне, говорят: мама, отнеси, пожалуйста, на почту наши письма. Вот. И я отношу, конечно, их на почту, и Дедушка Мороз на Новый год им почему-то всегда дарит такие подарки, которые именно они написали в письме. У каждой пары персонажей своя увлекательная программа. Обычно она составляет 20-30 минут. За это время сказочные герои поздравляют ребят, водят хоровод, проводят несколько игр и просят рассказать стихи. В завершении, конечно, каждый малыш получает подарок. Важно, чтобы персонажи умели не только развлечь ребенка, но и найти к каждому индивидуальный подход. Есть такие семьи, которые каждый год заказывают одну и ту же пару. И тогда у тех, кто много лет работает в этом амплуа, на глазах ребенок вырастает, но с удовольствием подыгрывает уже знакомым, любимым героям. Раньше, когда мы были маленькие, Дед Мороз приходил к нам постоянно, но сейчас мы выросли, и почему-то Дед Мороз перестал к нам приходить. Да, это надо у мамы спросить, мне кажется. Ну вот у нас появился младший брат, и теперь Дед Мороз стал приходить и к нему. Да, мы тоже с удовольствием с ним играем. Число желающих порадовать своих детей с каждым годом растет. И чтобы удовлетворить потребности населения, появляются новые лица. Опытные артисты передают свои навыки молодым. Праздничные поздравления обычно начинаются 25 декабря и продолжаются до самого последнего дня уходящего года. Поэтому и артистам хватает работы, и никто не остается без поздравления. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. С наступающим Новым годом и до встречи в эфире.